Пожалуй, самый страшный результат антисоветской пропаганды, предшествовавшей захвату власти либералами в 1993 году, у людей в головах. Ангажированные публикации, сфальсифицированные документы, публичное осмеивание идеалов тех лет до сих пор уродуют восприятие советского прошлого. Даже гордость за победу 1945 года для некоторых стыдливо прячется под слоем грязи, вываленной на память о жизни, мечтах и устремлениях наших предков. Штампы либеральной пропаганды продолжают оставаться на слуху. Но есть энтузиасты, которые хотят показать правду. Сотрудники Нижегородского музея «Назад в СССР» из их числа. Здесь можно обернуться назад на наше прошлое, вспомнить о принципах экономического и социального развития нашей страны в советские годы. И еще раз убедиться в том, что без возврата этих принципов в нашу жизнь мощь России не вернуть никогда. Тысячи экспонатов слетелись в музей со всех уголков Советского Союза. Бытовые предметы, техника, документы, обмундирование, оружие воссоздают атмосферу тех лет. Здесь представлены две выставки «Назад в СССР» и «Оружие Победы». Я много видел музеев на планете, но такого не видел. Потому что здесь собрано все, чем жили, о чем думали, чем гордились, чем дорожили и что изобретали наши советские люди. Экспозицию собирал нижегородский коммунист Владимир Герасичкин. Причем не просто собирал, а многое реставрировал. Техника здесь вся на ходу. Заправляйся и езжай. Когда у нас с прилавков стали пропадать наши товары и заполонило все импортное, мне стало обидно, что мы скоро потеряем это все и не увидим. И мне захотелось собрать. Сначала я не понимал, как я буду делать музей, но самое главное мне было не потерять эти экспонаты, которые я уже 20 лет с лишним я собираю. Мы хотели все-таки какие-то, чтобы были какие-то локации, как вот школа, пионерская комната, квартира, магазин. Чтобы люди, попав, посмотрели, ощутили даже запах из парикмахерской, одеколона или духов Красной Москвы. Чтобы как-то погрузились в это. Не просто посмотрели на вещи какие-то на полках, а чтобы как-то окунулись, погрузились вот в эту атмосферу Советского Союза, прошлое. Я приводил свою семью, всех сюда привел. Всю семью привел, детей, жену обязательно. Все, они спрашивают, как вы раньше жили без интернета. Я им пришел и показал, как мы раньше жили без интернета. Какие у нас были машины, мотоциклы, на каких велосипедах мы сами катались. У меня муж очень подсел на эту тему давно уже. И некоторые экспонаты у нас дома находятся, камеры, патефоны, старые пластинки. Мы на нем периодически тоже слушаем. Здесь вот как раз включали нам тоже с пленочного магнитофона композицию. Очень, конечно, это трещание пленки, все это очень завораживает. Этот катушечный магнитофон был сделан в 1955 году на местном Горьковском заводе имени Петровского. Помимо него в городе Горьком работало еще 6 предприятий, выпускавших бытовую аппаратуру. В Ленинграде более 30, в Москве также более 30, а вообще по стране магнитофоны, радио и телеприемники выпускали более 200 предприятий. Я никогда не думала, что у нас в Советском Союзе было такое количество телевизоров. В моем понятии всегда был телевизор «Рекорд». Только менялись модели. Это самый первый вывод, который приходит в голову посетителям. Делали много чего разного. Подвести людей к таким размышлениям как раз то, что ставили себе целью основатели музея. Показать, что производились в Советском Союзе не только калоши, но и многие другие вещи. Страна полностью обеспечивала сама себя практически в любой отрасли. Я думаю, что для тех, у кого было мнение, что в СССР было все очень плохо, посмотря здесь в музее экспонаты, изменится мнение. Есть люди, которые просто не принимают ту правду, которая была.
что было. После революции, после национализации производства, швейные машинки «Зингер», мы их стали выпускать на экспорт. Назывались они «Юнион» и пользовались за рубежом большой популярностью. Экспортировали тогда много чего, не только углеводороды. Доля СССР в мировом промышленном производстве составляла 20%. 40% мирового рынка авиационной техники также были за нами. Каждый третий пассажир в мире летал на наших самолетах. Экспортировалась продукция нашего автопрома. «Победа», «Волга», «Жигули», «Москвичи», «Нивы». До 60% произведенных в СССР часов и фотоаппаратов также раскупались за рубежом. И, к сожалению, сегодня о таком мы можем только мечтать. Советское образование считалось одним из самых лучших в мире, а здесь мы можем посмотреть, как же выглядел школьный класс того времени, в какой школьной форме занимались ученики, за какими партами они сидели, школьные медали, которыми впервые стали награждать школьников в 1945 году. И изначально они были из чистого золота либо серебра, золотая и серебряная медаль. Эмоции у людей разные. Люди старшего поколения уходят со слезами на глазах, вспоминают свою молодость, о том, как и чем они жили. Посетители помладше, школьники и дети удивлены количеством необычных для них предметов и вещей, которые они раньше не видели. И даже после экскурсии один мальчик сказал, что теперь он хочет жить в Советском Союзе. У молодежи фантомные ностальгические чувства об прошлом или Советском Союзе. В школе идет программа в основном о исторических важных событиях, и мало дается именно социально-бытовых вопросов, как это выглядело, как жил человек в те времена. По мне это тоже очень важно и очень интересно. То есть как был бы устроен дом, какую музыку, какую аппаратуру они слушали, в чем они ездили. С теми людьми, с которыми я общаюсь, это неинтересно практически никому. Кому-то нравятся компьютеры, кому-то нравятся телефоны. Мне интересует советская история, советские вещи. В школе мы это пока не проходим. Меня это интересует уже давно, я читаю информацию сам. Меня заинтересовала очень советская военная и милицейская форма. Я считаю, что тогда она была в разы красивее, интересней. Сразу было видно, что человек уважаемый. Уважение к человеку долга, к человеку труда – одна из главных отличительных черт советской эпохи. И по форме советского солдата это сразу заметно. В музее есть уникальные экспонаты. Китель полковника морской пехоты, пошитый специально на парад Победы. Погоны Лаврентия Павловича Берии. Такие погоны генерального комиссара госбезопасности существовали только с 1943 по 1945 год. То есть шились именно для него. А эта золотая звезда Героя Советского Союза была найдена во время раскопок и передана музею. Награду командир 18-го Черновицкого моторизированного понтонно-мостового батальона Иван Чабунин получил за обеспечение переправы боевой техники через реку Вислу во время наступления советских войск. Из редких образцов отечественный огнемет. На всю страну их осталось 5 штук. Редко где встретишь и пистолет-пулемет Дегтярева. В кино и музеях мы чаще видим легендарный ППШ, но он далеко не единственный. В 1943 году был изобретен Судаевым, оружейником, вот такой пистолет-пулемет. Очень удобный, очень хороший, легкий, надежный. Стоил недорого, выпускался в больших количествах. Наши разведчики очень любили его, и даже немцы, когда получали вот это трофейное оружие, выкидывали свои МП-40, которые шмайсером называют, и вот пользовались вот таким оружием. Понравилась форма советских времен, оружие понравилось. Гордость за Советский Союз, то, что победили в Великой Отечественной войне. Это большая гордость. Ну и, конечно, воспоминания. До слез пробило, то есть, вся вот эта атмосфера. Очень и очень понравилось все. Детей сюда обязательно нужно приводить, показывать, рассказывать, чтобы мировоззрение маленько встало на свое русло. Ты зачем сюда пришел? Чтобы насладиться советским духом таким. Что удивило, что понравилось? Удивила вот эта машина. Она была огромная. Она была огромная очень. Ну и сейчас такие большие есть машины. Да, только это советская, а эти нет. Все, что здесь расположено,
Вся экспозиция практически, ну, бытовая, по крайней мере, она практически в каждом доме была. Это вот то, что объединяет эпоху нынешнюю, такую цифровую, да, с тем, что было тогда. И дети это впитывают. Вещи из советского прошлого помогают детям почувствовать и интерес, и любовь к своему прошлому. Значит, есть шанс, что они не назовут Советский Союз совком или тем более ГУЛАГом. Просто потому, что есть в том времени то, что очень нравится. Очень много и учебники, и парты, буквально все, и форма. Мне очень понравилась форма и белое кружево. Очень красивые. Вот такие вот лет у нас были. Я их хорошо их помню. Потому что углями их у них это... Чего углями? Ну да, а чем же они грелись-то? Туда вот эту крышку открываешь, туда их заполняешь, они там разогреваются, и я же бывала, плюнешь вот так, шипит, значит, можно гладить. Да. Вещи такие хорошие, прям как новые, как новые. Вот это говорит о том, что люди-то берегли и такие вещи-то, утюги, самовар. У нас все это было в обиходе. Мы всем этим пользовались. Вот керосинки, потом это примус. Мне вот это интересно, потому что это, как сказать, моя жизнь. Во многом эта жизнь была тяжелой с точки зрения современного горожанина. Однако то, что бытовые трудности тех лет характерны только для нашей страны, это тоже плод либеральных фантазий. Телевизоры и холодильники, как впоследствии компьютеры и смартфоны, приходили в различные страны мира практически одновременно. Тяжелый труд на производствах и нужники во дворах в те годы были также характерны и для прогрессивного Запада. Что для Запада было не характерно – человеческие отношения и отношение государства к человеку, сложившиеся в социалистических республиках. Мы радовались жизни, потому что нам было все интересно. Мы бегали, играли всяко, ничего не боялись. И кому-то чего-то купят там, а мы уже радуемся, что вот, там Альке велосипед купили, значит, все кататься будем. А сейчас порой живешь в доме и никого не знаешь. А мы весь поселок знали. Было общение лицом к лицу. Сейчас этого просто не хватает. Ребята сидят дома, каждый за компьютером, каждый за телефоном, в любое свободное время. Это вот в гаджеты уткнулись. Это очень сложно перебороть сейчас. А у нас детство было безбашенное. Мы уходили гулять с утра до ночи. И, не знаю, не сидели, не было этого. Не знаю, почему-то вот оно такое было. Вот, какое-то такое радостное, детское прям. Я вот до сих пор помню, как нас учили. После уроков тройку получишь, нас оставляли, учительница нам все объясняла, а сейчас все за деньги. Ну как вот так? Вроде уже дошли до такой жизни, хорошей жизни, а все за деньги. А сейчас репетиторов нанимай. А деньги-то не у всех есть. На репетитор-то. Тему школьного образования в музее поднимали все родители без исключения. Накопившиеся проблемы вызывают предчувствие неминуемой катастрофы современной школы, а бесконечные реформы – недоумение. К чему реформировать плохое, если можно просто вернуться к проверенному временем и заимствованному другими странами советскому образованию? Время перестройки, вот это вот, оно сломало эту всю систему советского обучения на такую вот, да, мы пойдем дальше, мы будем как на Западе, но ничего хорошего там нет. То, что творится сейчас с образованием, мне это не очень нравится. Мои дети уже проходили экспериментальные обучения, программы менялись, они не успевали даже за ними. А в наше время как-то это было всегда все стабильно. Самое лучшее образование это было в Советском Союзе. Не знаю, сейчас муссируется все просто в средствах массовой информации о том, что вроде хотят опять вернуться не как сейчас у нас идет ЕГЭ, да, а там к диктантам, там, допустим, там диктанты, сочинения, там, вот, типа этого. Они как сейчас дети приходят и трясутся под этими видеокамерами. Там. Со старшим сыном прошла, теперь с младшим сыном прохожу школу. Чем дальше, тем
хуже материалы, изложенные в учебниках. Старшие у меня учатся уже в институте, и мы пользуемся теми справочниками и теми учебниками, хотя у них есть вся литература в электронном виде уже, да, но тем не менее все справочники по физике, по математике – это все прошлых лет. Все, что осталось с советских времен, на самом деле. Все, что осталось с тех пор, экспонаты музея, напоминают о главном. Вся страна работала на созидание, на улучшение жизни и на развитие человека. За этими экспонатами стоит огромный труд миллионов людей. Тысячи институтов, конструкторских бюро, заводов и фабрик покрывали все пространство Советского Союза. Вокруг них росли рабочие поселки и города со своими детскими садами, школами, поликлиниками, театрами и домами культуры. И государство гарантированно обеспечивало человека труда бесплатным жильем, медицинским обслуживанием, образованием. Я не считаю, что я жила в плохой стране. Я бы с удовольствием вернулась в нее обратно. Я думаю, что мы жили в замечательное время. Это лучший ответ всем, для кого советская промышленность производила одни галоши, а Ленин заложил атомную бомбу под Россией. Будьте добры объективно оценивать историю и показывать ее новому поколению. Тогда будут воспитываться настоящие патриоты. СССР формировал поколение творцов и героев. Новая власть опиралась не на совка, как подло говорили лжецы. Она бережно взращивала советского человека.